Сегодня свой праздник отмечают те, кто служил и служит в воздушно-десантных войсках. Тысячи десантников достали свои голубые береты и тельняшки и вышли на улицы городов. Еще несколько лет назад 2 августа ассоциировалось у многих с купанием десантников в фонтанах. Сегодня же свой праздник обладатели голубых беретов проводят совсем иначе. Как именно, расскажет мой коллега Александр Хавренко. 2 августа на дорогах Якутска появляются десятки автомобилей с флагами, на которых изображены парашюты, а за рулем сидят мужчины в голубых беретах. Десантники отмечают свой праздник. Раньше, завидев на улице толпу в тельняшках, многие граждане старались перейти на другую сторону улицы. Но несколько лет назад имидж десантника и Дня ВДВ начал меняться. Мы, десантники, в фонтанах не купаемся. Это, я не знаю, кто там в фонтанах кирпичи, бутылки ломает. А таких у нас традиций, у нас нет. Десант никогда себя позорить не будет, то, что он такой. И нормальный десант, мы десантскую тему поднимаем. Постоянно в школах ходим, мы не говорим, что мы десантники такие в тельняшках, то, что купаемся в фонтанах. Нет, такого нет у нас. В 2020 году десантники отмечали 90-летний юбилей со дня создания их рода войск. И в тот год решили, что праздник – хороший повод для того, чтобы делать добрые и полезные дела. В какие-то моменты стали уже мысли появляться, что пора бы уже что-то отдельное делать. И потихоньку начинали. То есть изначально там приходили же и в мэрию, и в правительство. Там направляли, говорили, где помощь нужна. Потихоньку двигались, и сейчас уже, уже более организованно все происходит. Это уже как традиция. Мы, и в другие праздники стараемся, не обязательно 2 августа. Мы к детям в семьи ездили, на Новый год подарки отвозили. У десантников завязались дружеские отношения с детским домом «Берегиня». Они заранее выясняют, чем помочь, и 2 августа приезжают к воспитанникам с подарками. И, конечно же, не забывают о семьях погибших братьев, к которым также приезжают на все праздники. Братство десантников – это кто служил в воздушно-десантных войсках, это особый случай, так скажу, потому что с самых истоков десантников нас учат, приучают командно жить, командно, то есть есть опереться на что и так далее. Все, как говорится, все действия делаются совместно. Поддержка друг другу, поддержка в мирной гражданской жизни, поддержка на войне, то же самое. То есть братство, оно в прямом смысле слова этого братства. Среди тех, кто 2 августа занимается социальными проектами, и совсем молодые ребята, демобилизовавшиеся пару-тройку лет назад, и те, у кого под голубым беретом головы, убеленные сединами. И все они несут гордое имя «Десантник» и хотят, чтобы при виде мужчин в беретах и тельняшках люди не переходили на другую сторону дороги, а приветливо улыбались. Ура! 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 Александр Хавренко, Джелус Иннокентьев, Якутск.